дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих коллег, своих друзей. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее понимать друг друга с полуслова, с полужеста? Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить вам наших сегодняшних участников. И сегодня вместе с нами играет 5-я школа города Якутска «Школьники против учителей». Мы рады пригласить в нашу студию первую команду. Это команда учителей Елена Гагарина, Алина Адамова и Петр Семенов. Здравствуйте, здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии, молодых, красивых учителей. Давайте вы обозначите, как назвали свою команду, и, может быть, у вас есть девиз. Наше название – «Пятый элемент». Ага, а наш девиз – «Когда мы едины, мы непобедимы». Петр Семенов обожает кататься на горных лыжах, играть на гитаре и барабанах. В этом году они вместе с ребятами в школе планируют открыть дополнительные занятия по игре на барабанах, для чего уже приобрели несколько установок. В 5-й школе Петр ответственен за проведение олимпиад и научно-практических конференций, а также он учитель английского языка. Признается, что ему нравится преподавать и вообще работать с детьми. С ними весело, особенно с учениками 5-х, 6-х и 7-х классов, рассказывает Петр. На наше сомнение он уверенно резюмирует, что это самый интересный возраст, когда можно использовать энергию детей и направить ее в нужное русло. А уроки в форме игры, несомненно, вызывают интерес к своему предмету. Алина Адамова, педагог дополнительного образования, в основном работает с учениками начальных классов. Вместе развивают мелкую моторику и воображение. Они лепят из пластилина, вырезают из бумаги, мастерят из проволоки, рисуют, собирают конструкторы. Словом, весьма занимательно проводят время. Малыши ее очень любят, а в свободное время Алина с удовольствием рисует и читает. Обожает художественную литературу и документалистику. А на сегодняшний день своей любимой книгой называет книгу о Винни-Пухе, которую каждый вечер перед сном читает своим детишкам. Елену Гагарину многие наши телезрители знают по программе нашего канала «Я молодой». Вместе с Антоном Васильевым они каждую неделю собирают неравнодушных молодых людей в студии, где обсуждают актуальные вопросы. Но мало кто знает, что основная работа Лены – это столичная школа номер 5, где она относительно недавно открыла театральный кружок и занимается с детьми актерским мастерством и постановкой речи. Она прекрасно поет. Если б ты только знал, что в душе моей, как летит она вслед за тобой, если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое любовь. Приветствуем школьников, осмелевших сразиться против учителей. Это наши смельчаки Данил Лаптев, Вероника Сухарева и Тимур Дидюкин. Все ребята учатся в 11 классе. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Название команды и девиз, пожалуйста. Мы команда 16 на 9. 16 на 9 лучший формат. Мы всех победим и устроим тут ад. Данил Лаптев все свое свободное время усиленно готовится к ЕГЭ, ведь в конце года он сдает историю, обществознание и литературу. Правда, пока не определился со своим будущим, но эти предметы выбрал потому, что считает их самыми интересными в школе. А на наш вопрос, какой исторический период ему больше нравится, Данил ответил, что хотел бы жить в 21 веке в России. «Мы живем в самое лучшее время и в лучшей стране», убеждает нас 11-классник. Вероника Сухарева, выпускница школы, учится в техническом классе и в конце учебного года будет сдавать информатику, физику и профильную математику. В свободное время любит готовить, а своим коронным блюдом считает плов и сладкий пирог «Зебра». Тимур Дидюкин, новенький в 5-й школе, перевелся в этом году.
А вообще, как сам признается 11-классник, его путь довольно тернист. За его плечами 7 разных школ, в том числе и московская. Такое частое перемещение из школы в школу психологически закаляет человека, развивает коммуникативные навыки. В итоге у Тимура масса друзей, и он совершенно не страдает синдромом новенького. Главное быть собой и уметь преподнести себя, увлечь, делится с нами Тимур. И ведь ему есть чем удивить 11-классников. Молодой человек отлично рисует, занимается скейтбордингом, битбоксингом и написанием музыки. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на 2 команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Итак, поскольку мы вначале пригласили в эту студию команду учителей, пожалуйста, 5-й элемент вопросы школьной программы звучит для вас. Внимание на экран. В 2017 году в России была введена в оборот купюра номиналом 2000 рублей. На ней изображены космодром Восточный и мост на остров, расположенный в заливе Петра Великого Японского моря. Как называется этот остров? Русский. Ну, вы даже не дали. Есть какие-то другие варианты? У Алины и Петра. Да. Ага. Вы согласны, да? Ну да. Да. Русский. Да. Лена, ну конечно, такое выражение лица. Давайте сверимся с учителем географии, так это или нет. Этот остров называется Русский. Конечно, Лена, да, вы абсолютно правы. У вас есть 1 очко. И вопрос из школьной программы теперь звучит для команды 16-9. Внимание на экран. Можно ли натянуть веревку между деревьями так, чтобы совершенно не было провисания? Можно объяснить этот эффект? Можем продемонстрировать. Да. Тем, что если между деревьями, понятно, что эти 2 столба у нас находятся в земле, и они прикреплены довольно-таки сильно корнями. И когда мы будем натягивать веревку, мы можем прилаживать усилия к этой натяжению. Тем самым у нас провисания не будет. Если мы затянем их обычными узлами, то, вероятнее всего, просадков не будет.
Хорошо, звучит очень убедительно, Тимур. Но давайте, у нас есть правильный ответ у учителя физики. Посмотрим, как она ответит. Ответ – нельзя, так как веревка, она имеет свою массу, и Земля будет его тянуть к себе, поэтому всегда будет провисать. Гравитация, да? Сила притяжения, вот, да, мне подсказывают. Так, вопрос для учителей. Внимание на экран. Назовите самую древнюю букву русского алфавита. Так здорово. Я знаю, какая самая молодая буква в русском алфавите. Очки в этот момент можно было бы поправить, да, на мне? Ну, посоветовавшись, мы решили, что это йод. Вот что-то йод и Да. веры, что-то такое. Йод? Буква? Да. Буква. Да. Возможно, мы ошибаемся, но мы решили так. Йод. Хорошо, давайте узнаем правильный ответ у учителя русского языка 23-й школы. Самая древняя буква русского алфавита – О. О. А вот насчет йод, это самая молодая. Ну вот, значит, что-то это. Ну Так. ладно. Второй вопрос для команды школьников 5-й школы. Внимание на экран. Кому из астрономов принадлежит фраза «и все-таки она вертится»? Кто доказал то, что Земля крутится? Не Галина. Не, он доказал то, что... Да. Другой доказал, Да. короче. Не Ньютон. Есть подсказка от зала? И даже Ты видишь звонка зал? к другу тоже нет. И ваше предположение какое? У вас астрономия же есть как предмет, да, в школе? Уже нет? А, уже нет. Но была. Ну, была, значит, вы должны знать и помнить. Ну, и ваш вариант какой? Ну, Ответа нет, да? Нет, скорее всего. Хорошо, давайте узнаем, каков же правильный ответ у учителя астрономии 23-й школы. Эта фраза принадлежит астроному Галилею Галилею. Конечно же. Так, у нас пока ни одного очка нет у команды 16-9. И последний вопрос из школьной программы звучит для команды учителей. 5-й элемент. Внимание на экран. Кто написал комедию «Горе от ума»? Грибоедов? Грибоедов. Да. Вы уверены, да, Алина? Горе от ума. Да? Я, если честно, забыла. Я помню сюжет и персонажей, а вот автора забыла. Ну, мы... Да. Предположим. Пусть Грибоедов. будет К Грибоедов, да? сожалению, имени и отчества не помню, но Грибоедов должен быть. Давайте сверимся с учителем, так это или нет. Комедию «Горе от ума» написал Александр Сергеевич Грибоедов. Абсолютно верно. Команда учителей заработала 2 очка. Давайте получится у вас заработать 1 очко или нет, узнаем сейчас. Последний вопрос из школьной программы для команды 16-9. При Александре II срок службы в русской армии был уменьшен на 19 лет и составил 72 месяца. Вопрос. Скажите, сколько лет служили в русской армии до этого? 25 или 15? 25 или 15. Я помню то, что Александр I ввел реформу, после которой... Не, была бы монетка, подкинул бы, конечно. Так, И? 15? Я считаю 15. 15. 15. Все согласны? 15. Давайте сверимся с учителем истории. В русской армии до Александра II служили 25 лет. Данил, вы были в начале вообще абсолютно правы же. 16-9. Не заработала ничего. А учителя у нас уже 2 очка есть, да? 2 очка. Получается, что вы стали командой красных. Присаживайтесь на красный диванчик. Ребята, присаживайтесь на синий. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Самый большой орган у человека. Большой орган. Легкие? Легкие. Сердце. Печень. Легкие. Легкие. Толстая кишка. Толстая кишка. Кожа. 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 Кожа.
Кожа. Кожа. Кожа. Кожа вроде считалась, правильно? Назовите город-государство. Москва. Москва. Город-государство. Москва. Допустим, Москва. Короче, по-моему, Монако или как? Город-государство Ватикан. 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 Где папа римский сидит? Сколько будет 12 в квадрате? 24. 124. Да. Сложно. Так. 44? 24. 12 в квадрате. Квадрат 24. 144. 144. 12 квадрате, 144. 144. Сейчас я знаю. 144. 144. 144. Итак, начнем. Команда красных стартует первыми. Петр, вы капитан, кидайте кубик. И начинаем нашу игру. Так высоко. 4. Так, потенциально 4. Ваше задание объяснять словами. Вначале, Петр, вы подходите к нашему столику. Выбирайте карточку. И выбирайте карточку, любую, которая вам понравится. Вот это вам нужно объяснить словами, исключая однокоренные слова. Вот эту фразу. Так. Можете использовать синонимы, антонимы. Ага. Время. Так, урок. Так, все. Да. Уже нет. Так, заново, наверное? Нет, все. Уже нет. Все уже. Все уже? Да. Серьезно? Вы уже сказали. Однокоренные слова нельзя использовать, Да, я а вы... понял, что-то это... А задание-то какое было? Ну, урок русского языка в школе. Да, это Я правда хотел сказать, урок. то, чем занимаются учителя в школе, но что-то это вывалилось. Ну, не знаю. Переволновался. Не, Так. я не волнуюсь, но просто что-то... Ну, вы, ребята, поняли, да, что те же Не надо слова так делать. однокоренные использовать в объяснениях нельзя. Итак, Команда школьников, кидайте кубик. приглашаем вас. Тимур у нас капитан, бросает кубик. Один. А вы любите рисовать, и задание для вас. Но вначале, Тимур, тоже подходите к нам, выбирайте любую карточку, смотрим на голубой фон и на этом фоне карандаш. Я вам подскажу, вот, вам нужно это нарисовать. Время. Так, а там все видно, да? Ребятам видно? Шкафчики. Вы можете уже начать угадывать. Шкафчики. Осталось 20 секунд. Ну, это больше похоже на какую-то настольную игру. Или шкафчики, правда? Что это? Карты. Карты. Ага. Колода карт. Несколько. 10 секунд. Масти. Игра. 5 секунд. Игральные карты. Игральные карты. 4 масти. Колода карт. Шулер. Время. И ответ какой? Пасьянс. Так, спасибо, Тимур, за ваше прекрасное творчество. Команда учителей продолжает игру. По очереди, кто у нас кидает кубик? Алина, наверное, да? Алина бросает кубик. И мы узнаем, сколько шагов вы должны потенциально сделать. Так, 4. Тоже говорить. Это любимое задание почти всех наших игроков. Время. В пятницу мы разговаривали об учениках, которые... В смысле, это что? Они изображали... Коня? Да, которые обычно участвуют на... Скачки? Да. Скачки. Здорово, здорово. Так, берите, ваша фишка красного цвета, она находится там. И, Алина, торжественно делайте 4 шага вперед. 4 шага Да. вперед. Ребята, соответственно, потом возьмут свою фишку синего цвета. И, как я вас учила, давайте. Раз, два, три, 4. Супер. Так, 4 шага вперед. игра наконец началась. Команда учеников 16:09. Вероника бросает кубик. 5. Тоже рисовать, но вначале, Вероника, тоже подходите к нам, выбираем карточку. Время, можно рисовать.
Стол. Пицца. Так, тут Чё, Шар, фрикадельки, макароны, яичница. Поле, загон, зоопарк. Зоопарк, лев. Зоопарк со львом. Представление. Цирк. Цирк. Цирковое представление. Цирковое поле. Львы, цирк. 10 секунд. Зоопарк, цирк. Представление с животными. Представление с животными Цирк в с зоопарке. животными? Цирк с животными в зоопарке. Время. Время. В мире Вероника, какой животных. правильный был ответ? Арена цирка. Да, но вы рядом были. Арена И цирка. Вероника же вам показывает, крутит. Это же арена. Присаживайтесь на диванчик. К сожалению, вы не справились с заданием. И игру продолжает команда учителей. Лена бросает кубик. Какую цифру заказываете? Хочу 6. Посмотрим. 4. Ну ладно. Раз, два, Опять? 3, 4. Нет, а вас ждет музыкальный вопрос. Внимание на экран, и свой вопрос задают артисты Государственной филармонии нашей республики. Так, Петр говорит изи, и ваш ответ? Это группа Eagles, Hotel California, по-моему, называется песня. Да, абсолютно верно. Лена, вам на заметку. Супер. Так, вы делаете торжественно 4 шага вперед. Кто это сделает? Лена, наверное, разбросала кубик. Да, Вот на центральную клеточку. Так, отсюда 4. Отсюда 4, да. Раз, два, три, 4. и 4. Да, двигайте кубик. 4. Супер. Мы вас поздравляем. Вы прошли Команда учителей экватор прорвалась нашей вперед. игры. Ну, давайте, команда учеников 16/9. Так, Данил, какую цифру заказываете? Я не знаю. 2. Пахай, надо было загадать. Это объяснять. Время. Смотрите, зима, вам холодно, у вас продувает шею. Вы надеваете Шарф. одну штуку. Да. Шарф. Но она похожа на скатерть. Платок. Шаль. Пончо. Не, это штука, которую вы обматываете вокруг шеи, и это не петля, но она имеет особый узор. Есть в горошек, есть в полоску. Платок. Ага. Это штука, которую вы обвязываете вокруг шара. Полностью нужно. Шара и вокруг шеи. Клетчатый шарф. Да. Какой? Клетчатый шарф. Слово, фразу нужно сказать правильно. Правильно. Шарфик. Это естественно. Делайте 2 шага вперед, берете свою фишку синего цвета и торжественно делаем 2. Раз и 2. 2. Наконец-то команда учеников сделала шаг. Вам осталось совсем немножко, чтобы догнать и перегнать команду учителей. Петр бросает кубик. Ваша очередь. Вы на середине нашего игрового поля. Осталось ровно половина. 6. Как я и говорила, если вам цифра выпадает 6, сейчас вам покажут стоп-кадр, и вы должны угадать, с какого кинофильма. Стоп-кадр на экране. И ваши варианты, откуда это может быть. Тихоокеанский рубеж. Команда «Пятый элемент». Нет, не похож на Тихоокеанский рубеж. Сейчас нет. Если там человечки. Так, ваш ответ какой? Предположение, варианты. Пятый элемент. Давай твой вариант. Ну, мы ошибаемся, наверное, но наш ответ будет Тихоокеанский рубеж. Давайте узнаем, так это или нет. Нет. Ты же зомби? Да. Это же этот. Арми С Малик, что ли? треугольниками. Человечки, да? А, это же этот, как его? Я не смотрела. Вот это вот. Да, вот эти. Игра в кальмара? Да. Я его не смотрела. Алина, вы не смотрели, да? Я тоже. Вам А Алена, школьники простительно. А ребята угадали. сразу угадали. Видите, а я вообще подумала, что это кинофильм «Хищник». Тоже. Так, команда учителей не делает ничего, никаких шагов. А Команда команда школьников школьников продолжает игру. И давайте нагоняйте уже.
Сейчас шестерку бы. Один. Ну ладно. Пантомима. Наконец-то, Тимур. интересно. Вначале подходите тоже к нам, выбираем карточку, смотрим на желтый фон, на желтом фоне маска. Время. Вкусно. Так, что-то Очень вкусное, вкусно. итальянец. Белиссимо. Паста. Соусы. Вкусно. Что-то очень вкусное, да? Это звук, это слово, фраза, словосочетание. Что-то большое, объемное. А что это? Сверху лампочка, груша, Мысли. фрукт, какой-то фрукт. Это Банан. виноград. Гроздь винограда. Вкусный Вино. виноград. Невкусный виноград. Великолепный виноград, восхитительный виноград, чудесный. Это точно виноград? И Ага. прилагательное впереди. Греческий виноград. Ужас. Треугольный виноград. Ой, ну так Близко. рядом мы были. А цвет какой? Сладкий виноград. Ну как изобразить сладость, я так и не понял. Не, ну да, и я согласна с вами, но просто вот он как раз машет вам, что нужно будет подобрать вкусный, да, синоним. Ну, здорово, молодец, Тимур объяснял, но, к сожалению, время не в вашу пользу. Так, команда учителей продолжает игру. Алина бросает кубик. Вы у нас на середине игрового поля, осталось совсем немножко до победы. Та-да-дам. И это два. Да, раз, два. Рисовать. Вы у нас педагог дополнительного образования. Мне кажется, очень легко будет. Время. Так, это... Купюра, деньги. Банкнота. Да. Да. Банкнота. И, Алина, делайте 2 шага вперед. Вы приближаетесь у нас к финишу. Раз, два. Супер. Поздравляю вас. Так, команда учеников, давайте продолжаем игру. Вероника бросает кубик. Какую цифру вы заказываете? 6! Ура! Вам сейчас будет предложено, опять же, задание стоп-кадр. Из этого стоп-кадра вы должны угадать, откуда этот кадр, с какого кинофильма или сериала. Внимание на экран. Так. Какую часть? Какую часть? Я забыл. Что это? Вы не знаете? Это «Властелин колец», скорее всего. Что это? Нет, это, по-моему, как они приплывали через врата или что-то такого. И на каком-то из полуостровов их встречали вот эти фигуры. Вроде как, я помню такое. Так, давайте Скорее узнаем, всего. так это или Ты что нет. думаешь? Это... Что им сказать? Давно я желал увидеть королей древности, моих предков. Так и знал. Да, абсолютно верно. Но видите, вот как мне понравилось, как Тимур испереживался. Какая часть, я не знаю. Но главное, да, правильный ответ, да. «Властелин колец». Здорово. 6 шагов вперед. Так, да, Вероника, делайте 6 шагов вперед. И я думаю, что таким образом вы уже начнете дышать в затылок нашим учителям. 4, 5, 6. Ура! Тут можно было бы, конечно, предложить вам еще одно задание, но ладно. Так, команда учителей продолжает игру. Вам осталось буквально 6 шагов, даже 5 шагов, чтобы вырваться вперед. Если кубик покажет цифру 6, я напоминаю, что вам будет предложено целых 2 задания. 5. Ровно. Ровно 5. Так, Лена, вы должны справиться с пантомимой. Если вы с ним справитесь с ней, значит, вы победили. Время. Да, можно. Марионетка? Кукла? Ходить, бегать. Кукла. Роботанец? Тишина. Мим. Арлекин. Щелкунчик. 15 секунд. Зарядка. Пантомим? Я знаю, как объяснить этот время, Лена. глагол. И правильный ответ какой? Двигаться тихо, бесшумно. Просто движение. Я думала.
Сложно показать, да, эту фразу. Ну, Лена вначале как-то среагировала, я думала, что это вот прям изи. Команда учеников 16/9 продолжает у нас игру. Так, вот раз загадываем. Сколько загадываем? 6. 6 Давайте загадываем. 6. 6. 6. 2. Ну, почти. Так, рисовать. Время. Корона, гора, Пещера. путь, Замок. Путь для... Реагируй на слова, да, замок. 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 Королева, вход в замок. Дорожка, это что? Принцесса входит в замок. Что Нет. Это Это люди. человек. А, Это похищение принцессы. Король и королева. Не знаю. Входит в замок. Похищение королевы. Там есть слово замок? Свадьба. Нет, подожди, нет. Свадьба в замке? Свадебный замок. Свадебный замок. Замок для свадьбы. 5 секунд. Арка, свадебная арка. Свадьба, замок. Время. Какой ответ? Дворец бракосочетания. Вот это слово, да. Но не совсем Дворец замок же, бракосочетания. а тут дворец. Буду знать теперь, что такое есть. Ну, угадали же свадьба и замок. Дворец, свадьба. Свадьба, вот С да. такой картинки, в принципе, да. Сложно. Так, команда учителей, 5-й элемент продолжает игру. Петр бросает кубик. Вам осталось, напоминаю, 5 шагов, чтобы завершить уже игру. 3. Раз, два, 3. Говорить. Время. То, что есть в больших городах и также есть в Якутске. В прошлом году там, по-моему, ребенок упал. Новостройка? Нет, Жилищный это комплекс? дырка, В, Канализация? Люк? похоже, Люк? синоним. Люк, канализация? Стоп? Дырка. Там есть, в общем, это Бордюр? вход в, как это называется, вход в подземку. Как это называется? Подвал? Погреб? Нет, что-то глобальнее, чем 5 погреб. секунд. Первая буква Т. Можно было бы вас Да. наказать за эту букву Т. Но не Правильный угадали. ответ какой? Тоннель. Команда С учеников канализацией. продолжает игру. Ладно, Тимур всё. бросает кубик. Да, если будет 6, то вы Как раз можете устроим ад. перегнать 6, 6, 6. учителей и одержать победу. 4, ну ладно, тоже Раз, хорошо. Нормально, два, хорошо. 3, 4. Пантомима ваша любимая. Время. Холодно? 2 холодно. Очень холодно. Очень Холодно. холодно. Вдвойне холодно. Ага, тебе холодно. Тебе жарко. Тебе наоборот Дубак. жарко. Замерз. Что? Дрожишь? Ты дрожишь. Смотришь на Боишься? Ты боишься? Прилагательное? Ты Стоишь, обнимаешься. замер. Дрожишь. Ты дрожишь, тебе холодно. Обзяб, холодно. Дубак. Наоборот, Вокруг дрожишь. Да как, 360 смотришь? градусов. Смотришь. 5 секунд. Очень холодно. Смотришь. Не знаю. Пристальный взор. Без понятия. Холодный взгляд. На последних долях А как секунды. я не понимала, что это. Холодный взгляд. Да, это... О, боже. Супер! Так, Тимур, делайте 4 шага вперед. Я уже думала, все. Раз, два, 3, 4. Все. Класс. Так, Вырвались. учителя, давайте. Видите, как ребята вырвались вперед, Алина? Тарам-тарам. О, ну 6. Присаживайтесь. А, нет, почему присаживайтесь? Вначале вы должны справиться с пантомимой. 2 задания. Если вы с ней справляетесь, будет дано задание стоп-кадр. Время. Любовь? Гитара. Петь? Играть? Гитара. Аллилуйя. Изи. Так, теперь, Алина, присаживайтесь на диванчик и смотрим на экран стоп-кадр. Это же это. Тотой. Какой-то марвеловский фильм, по-моему. Вот это. Да, Стражи да, Галактики? да, это Антон это. Да, ну давайте. Не люди в черном. Ты зачем так сделала? Ты зачем посеяла Сомнения. Да. Ну, давайте уже пускай Так. Стражи Галактики. Ну, наше предположение это Стражи Галактики. Почему? Динозавры?
Но это не парк юрского периода, я парк юрского периода знаю наизусть. Это не оно, да? Это не оно точно. Давайте сверимся, так это или нет. Вы правы, может быть, ошибаетесь. Стражи Посмотрим. галактики должно быть. Пожалуйста. Да! Супер, супер. Итак, победителями сегодняшней игры становится команда учителей. И мы вам вручаем сертификат на 1500 рублей в кафе «Дандан», туда, где вкусно. Приятного аппетита! Но вначале делаем торжественно последние 5 шагов до финиша. Я думаю, вы можете сделать это вместе. Вместе с командой. Сделаем это вместе. Давайте, сделайте. Как это сделать? Согласно вашему девизу. Так. Ну, решайтесь уже. Алина, берите втроем фишку. Я хватаю с этой стороны. Давайте. Ну, давайте. Раз, два, Давайте три, так, да. 3, 4 и 5. Все. Аллилуйя. Так, и этот сертификат. Все, это нам. Идем кушать. Ребят, вы не расстроились? Особо. Как вам игра? Понравилось? Что было самое сложное? Дворец бракосочетания самое простое было. Дворец А бракосочетания. еще арена зоопарка вообще классно. Да, и пасьянс. И пасьянс. То есть, получается, с рисованием немножко сложно было, да? Немножечко. Рисованием таких вот слов. Арену цирка можно было угадать. Мне кажется, вы хорошо, кстати, показали, да, арену цирка можно было бы угадать, да, я согласна с вами. А вот, Вероника, как вы угадали на последних секундах холодный взгляд? Я думала, что он пытается связать в одно слово вот это и вот это. А потом до меня дошло, что это не может быть одно слово. И, скорее всего, вот это взгляд. Я не знаю, последнюю секунду подумала, холодный взгляд звучит. Ну, получается, что с рисованием вам было сложно. А что насчет школьных вопросов? Ну, со школьными вопросами в начале сразу было понятно. Ну вот, Данил, 25 лет, да? Ну вот прям, да, да. И что вас подвигло вот ответить 15? 15 лет, по-моему, было вообще или нет? Да, было. Было, да? Хорошо, ладно, так, учителя, что вам понравилось, а что менее понравилось? Что было сложным, может быть, для вас? Давайте, Алина, с вас начнем. Почему? Мне кажется... Больше всего задумалась. Когда вот мы перед игрой, вы говорили о том, признавали, что это все ваши слабые места. Вот что было для вас наиболее сложным? Пантомима, объяснять, либо рисование? Не знаю, наверное, угадать. То есть наоборот, сидя на диванчике, угадывать, о чем идет речь, да? Ага. Но наоборот, все, что ты показывала, было очень даже понятно. Да. Наоборот, твои задания нам помогли. Так, Петр, Лена? Ну, мне вообще было супер интересно, весело, классно вообще в целом. Замечательно, что есть такой формат. Так, спасибо вам. И Петр? Ну, вообще, если честно, мы думали, что мы проиграем. Поэтому... Ну, вопросы действительно сложные иногда. То есть какие-то вот фразу иногда очень сложно показать, либо там нарисовать. Ну, тут дело решает везение, поэтому, мне кажется, на этот раз нам просто более легкие какие-то варианты иногда попадались. Поэтому мы и выиграли. То есть тут дело в везении, а не в, скажем так, мастерстве и эрудиции, да? Поэтому, ну, было очень интересно, я даже не ожидал. Спасибо вам. Ну да, я вас предупреждала, что наша игра, она не на интеллект, а на удачу. Да. Огромное вам спасибо за участие. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Увидимся на следующей неделе. Пока!